Сегодня Айсен Николаев работает в Усть-Алданском районе. Руководитель региона ознакомился с работой водохранилища и провел совещание по вопросам мелиорации в районе. С нами на прямой связи наш корреспондент Лана Ильина. Лана, приветствую, вам слово. Добрый день, Юлия. Вот только что, буквально сейчас, закончилось совещание по мелиорации Усть-Алданского улуса, и мы имеем возможность получить информацию из первых уст. Айсен Сергеевич, скажите, пожалуйста, какова информация на сегодняшний день? Добрый день. Совещание, которое у нас состоялось, оно посвящено мелиорации, но не только Усть-Алданского улуса, а в целом вопросам мелиорации по сельхозземель по всей республике. И здесь были главы всех заречных районов, были руководители филиалов управления мелиорации республики со всей республики, руководители крупных сельхозпредприятий, руководители наших академических институтов научных, ЕНСХ и Мерзлотоведения. И участвовал также председатель Государственного собрания Илтумен Александр Николаевич Жирков, и мы обсудили этот серьезнейший на самом деле вопрос. Мы понимаем, что если мы говорим о развитии сельскохозяйственного производства на территории наших районов сельскохозяйственных, если мы говорим о повышении качества жизни населения на селе, то, конечно же, вопросы мелиорации, вопросы обеспечения водой и сельхозпроизводства, и населения должны очень на серьезном уровне у нас в республике решаться. И здесь вопросов накопилось очень много, начиная с функционирования наших крупнейших объектов, таких как групповые водоводы на Турекюль, на Мюрю, вопрос недостроенного водовода на Люпсю. Эти вопросы требуют скорейшего решения. Конечно же, очень много вопросов по лиманному орошению. Это в первую очередь касается Вилюйской группы районов, и руководители всех филиалов выступили и поставили эти вопросы. Много было выступлений от глав районов, которые на самом деле очень серьезно, заинтересованно подошли к этому вопросу. Здесь наше требование, кроме того, что мы, конечно же, этим вопросом будем заниматься, вопросами восстановления мелиоративных систем, вопросами дальнейшего функционирования этой системы, заключается в том, что мы должны потом эти земли правильно использовать. У нас, к сожалению, происходит так, что даже после проведения мелиоративных работ эти земли, к сожалению, сельхозпредприятиями используются не на полную мощность. И об этом сегодня тоже были сигналы. Конечно, это недопустимо, и поэтому в протоколе поручения, который будет подписан по итогам сегодняшнего совещания, есть поручение в адрес глав районов обеспечить все-таки полностью использование орошаемых земель, потому что государство на самом деле тратит и будет тратить очень серьезные суммы, это миллиарды рублей, на проведение этих работ по мелиорации, по восстановлению сельхозземель. И, конечно же, мы еще также понимаем, что обветшание, ухудшение состояния гидротехнических сооружений недопустимо даже с точки зрения обеспечения безопасности нашего населения. Мы все свидетели тому, как в этом году по Чурапчинскому району, по водохранилищу Когола возникла критическая ситуация, и лишь благодаря, на самом деле, мужественной работе, в первую очередь, администрации района, наслега, людям, которые сотнями вышли на, скажем так, на работы, мы избежали серьезнейшей катастрофы, я бы сказал, для многих сел, которые были расположены ниже этого водохранилища. И, конечно, такая ситуация недопустима. Мы должны сделать все, чтобы гидротехнические сооружения в ближайшие годы у нас были полностью восстановлены. И еще раз хочу подчеркнуть, что если мы говорим о повышении качества жизни на селе, если мы говорим о повышении товарности в нашем сельском хозяйстве, мы, конечно, обязаны проводить гидротехнические и мелиоративные работы на наших землях. Спасибо, Айсен Сергеевич. На этом у нас все. Юлия? Спасибо, Лана. Я напомню, Айсен Николаев работает в Усть-Алданском районе.